Сегодня в Верховной Раде голосовали за рекомендацию президента Зеленского на пост главы военного ведомства, министра обороны, кандидатуру Рустема Умерова. Произошло удивительное, никогда вообще за все время такого не было. Голосовали все, в том числе и оппозиция, которая принципиально никогда не голосует за кандидатуры, которые назначаются властью, потому что оппозиция, она вроде контролирующая орган, ее задача только искать недостатки. Но выступил Порошенко и сказал, что это особый случай, и фракция «Европейская солидарность» будет голосовать за кандидатуру Рустема Умерова, потому что это исключительно порядочный человек, он показал на всех своих должностях, в частности, последняя должность, фонд государственного имущества, и хороший профессионал, и бескорыстный, и такой коммуникабельный, хороший менеджер, хотя и не военный, но очень, поскольку он хороший менеджер, уверен, что ситуация Министерства обороны значительно улучшится. Для нас, крымских татар, конечно, это имеет особое значение, потому что такую высокую должность после 1783 года, то есть после захвата Крыма России, после первой оккупации России нашего Крыма, никогда такой должности не было, столь высокой. Но это вот не то, что тут первый, второй или третий человек, а то, что министр обороны большой страны, европейской страны, еще во время войны. Это нужен такой высокий уровень доверия к этому человеку для того, чтобы его избрать. И мы, конечно, по праву гордимся им. Удивился, что мне, ну там еще звучали такие слова, что, безусловно, надо поддержать Рустема Умерова, тем более, что его поддержал Меджлис крымско-татарского народа. То есть они проявили уважение и к высшему представительному органу крымских татар, одновременно его кандидатуре, которую он предложил в качестве министра. И я тоже очень уверен, то, что он сделал, скажем, в фонде государственного имущества, перекрыл все его разные коррупционные схемы и вообще очистил. Удивительно было, когда он подал же в отставку с должности главы госимущества, вопросы к нему были в основном такого рода: что будет после вас? Вот вы сделали так, там хорошо, а не ухудшится ли с вашим уходом? То есть каких-либо претензий за все время его работы в госимуществе никаких не было. Я просто не припомню такого случая, чтобы так вот провожали человека с должности. Обязательно находили какие-то недостатки, вот он неправильно сделал или что-то, а здесь с точностью наоборот. Все его хвалили и говорили: молодец, и выражали только беспокойство по поводу того, что ситуация может ухудшиться после его ухода.